Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами об обучении на основе проектов. А также это направление называют проектное обучение, либо проектная деятельность. Каждый год в Technovation Girls Kyrgyzstan, это международный конкурс, который проводится и на уровне Кыргызстана, проводит конкурс среди девочек от 10 до 18 лет. Девочки формируются в команды и работают над реально значимыми проектами. Проектное обучение – это когда школьники и студенты учатся на значимых реальных проектах для их сообщества, либо для их школы, либо для их окружения. И в случае с Technovation Girls Kyrgyzstan девочки объединяются для того, чтобы решить социально значимые проблемы через технологии. Сегодня девочки из команды Progressive Creators расскажут о своем опыте участия в проектах. Всем привет! И мы команда Progressive Creators. У нас в команде всего 4 участниц. Я Акматова Ханбике, это Назикай, Ханзада и Айко. Мы работали над приложением Безбер, приложение, которое позволяет людям с ограниченными возможностями найти работу. Как вы знаете, в Кыргызстане сложно найти работу людям с ограниченными возможностями. В нашем проекте мы хотели решить данную проблему. По условиям международного конкурса нашей команде нужно было определить проблему, провести маркетинговые исследования, разработать прототип мобильного приложения и подготовить питч-видео. В питч-видео мы презентовали нашу работу и защищали наши идеи. Существует несколько понятий, что такое проект. В нашем случае мы будем говорить о том, что проект – это какое-то временное мероприятие или временное действие. И также в проект мы будем включать прообраз, прототип, либо макет, либо результат вашей работы в команде, либо индивидуальной работы. Чтобы реализовать проект, вам необходимо знать о классических этапах проекта. Первый этап – это поисково-исследовательский этап. На этом этапе вы собираете информацию, ищете проблему, анализируете, над чем вы будете работать дальше в своем проекте. Как нужно делать исследование? Во-первых, обязательно нужно составить опросник. Во-вторых, нужно брать интервью у людей, для которых предназначен этот проект. Второй этап называется операционно-деятельный. То есть на этом этапе вы уже непосредственно реализуете ваш проект. Вы работаете над созданием вашего продукта либо прототипа. И этот этап может включать в себя всевозможную деятельность, которая приведет к итогу, к образованию вашего продукта, либо будет итогом вашего проекта. Мы программировали в приложении Tankable. Tankable позволяет нам работать без знания языка программирования. Примерно год назад я начала программировать. И я начала программировать скретч-танчики. И вы не поверите, мне это очень понравилось. В этом проекте Technovation нам надо было создать какое-либо приложение. И для этого мы использовали Tankable. Мне надо было там ориентироваться, так как я вообще в жизни не использовала это приложение. Я попросила помощи у сестры. И мы с командой начали создавать приложение. И мне очень понравилось ставить блоки и писать коды. Так что и вам советую. И последний этап, третий этап, называется оценочно-рефлексивный. То есть на этом этапе мы делаем анализ, что мы сделали хорошо, а что у нас не получилось или что нужно улучшить в следующий раз. В нашем случае девочки поделятся своим опытом, как проходила оценка и рефлексия их проекта. В итоге мы сняли наше питч-видео и выклали в YouTube-канал. В YouTube нас мог посмотреть каждый желающий, а также наша семья и друзья. С помощью их оценки мы смогли стать полуфиналистами. Участвуя в проектах, вы развиваете различные навыки. Вы развиваете критическое мышление, анализируя проблемы и выбирая ту, над которой собираетесь работать. Вы также развиваете свои коммуникативные навыки и работу в команде, взаимодействие с различными участниками. И также вы развиваете свою креативность, работая уже непосредственно над продуктом, либо макетом, прототипом, который вы создаете. А также вы получаете знания, которые вы не можете получить в стенах школы. Вы получаете тот опыт и знания, которые применимы к реальной жизни. Участвуя в Technovation, вы научитесь работать в команде. Вы научитесь программированию и составлению бизнес-плана. И без разницы, сколько вам лет, ведь начинать никогда не поздно. Не сдавайтесь, идите до конца. Мы вас верим!